Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президенту Республики Корея подарили 2 щенков туркменского Алабая. Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с руководителями зарубежных компаний. Президент Туркменистана поздравил Владимира Путина с Днем России и другие новости. В Туркменистане сегодня отмечается День науки. По этому случаю президент Сардар Бердымухамедов направил поздравительное послание научному сообществу страны и участникам международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру возрождения новой эпохи могущественного государства». Сегодня россияне отмечают государственный праздник День России. По этому случаю президент Сардар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и всему народу страны. Президенту Республики Корея Юн Сок Йолю и его супруге Ким Кон Хи преподнесли в подарок 2 щенков Алабая во время государственного визита в Туркменистан. Щенков от имени президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова торжественно вручил председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов. Принимая подарок, корейский лидер выразил искреннюю благодарность и назвал щенков символом крепкой дружбы между двумя странами. Во время официального визита в Туркменистан для супруги президента Республики Корея Ким Кон Хи была организована культурная программа. Вместе с женой национального лидера туркменского народа Огулгерек Бердымухамедовой она посетила выставку в фойе отеля «Аркадак», где были представлены образцы туркменского культурного наследия, ковры ручной работы, изделия декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, вышивка и музейные экспонаты. Огулгерек Бердымухамедова рассказала госпоже Ким об истории туркменского ковроткачества. Гостья высоко оценила искусство местных мастериц, создающих всемирно известные шедевры. Супруги также наблюдали показ женской одежды от туркменского дома моды, сочетающий национальные традиции и современные тенденции. Национальный лидер туркменского народа провел встречу с Али Рашид Аль-Джарваном, исполнительным директором компании Dragon Oil. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в топливно-энергетической отрасли. Аль-Джарван отметил дружественные отношения между Туркменистаном и ОАЭ, основанные на взаимном доверии, и выразил признательность за возможность работать в Туркменистане. Dragon Oil успешно ведет деятельность в стране на протяжении многих лет. Председатель Халк Маслихаты встретился с председателем Совета управляющих группы компаний «Чалык Холдинг» Ахметом Чалыком. В ходе беседы стороны отметили исторические братские связи между туркменским и турецким народами и выразили заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в различных сферах. Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность рассмотреть совместные проекты с турецкими партнерами в нефтегазовой сфере. На встрече национального лидера туркменского народа с генеральным директором компании «Петронас» Исмади бин Исмаилом были обсуждены возможности активизации и развития новых направлений сотрудничества с учетом реализуемых в Туркменистане программ экономического развития, крупных проектов в промышленном секторе, а также создания благоприятных условий для бизнеса. Также акцент был сделан на совместной деятельности Туркменистана с компанией «Петронас» по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Признательность за встречу Гурбангулы Бердымухамедову выразил и председатель правления турецкой компании «Ренессанс Холдинг» Эрман Элыджак. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и определили перспективные направления его развития. Глава Халк Маслихаты подчеркнул плодотворные и взаимовыгодные отношения между Туркменистаном и Турцией, основанные на исторических, культурных и языковых связях двух народов. В завершении встречи стороны выразили уверенность в успешной реализации новых совместных проектов на благо развития Туркменистана. Российская столица встречает 3-й московский джазовый фестиваль. На протяжении 5 дней лучшие музыканты жанра будут радовать жителей и гостей города своими выступлениями на различных концертных площадках. Фестиваль открылся в концертном зале имени Чайковского под зажигательной импровизацией оркестра легендарного российского саксофониста Игоря Бутмана. В этом году его коллектив отмечает 25-летний юбилей. Компания Nokia, некогда доминировавший бренд на рынке мобильных телефонов, совершила неожиданный шаг, выпустив глобальную версию обновленного кнопочного телефона Nokia 3210 с поддержкой 4G. Кроме того, в телефоне установлена 2-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой, позволяющая делать фотографии в приличном качестве. Что особенно примечательно, так это наличие приложений YouTube и YouTube Shorts, в которые открывают доступ к бесконечному миру видеоконтента прямо на этом старомодном телефоне. Помимо этого, устройство поддерживает 2 сим-карты с поддержкой 4G, обеспечивая пользователям доступ к высокоскоростному мобильному интернету.
Национальная сборная Туркменистана по футболу завершила отборочный турнир к чемпионату мира 2026 в ничью с командой Гонконга. Несмотря на упорную борьбу и активные действия игроков, туркменским футболистам не удалось поразить ворота соперника. Матч, прошедший на стадионе Ашхабад, завершился со счетом 0-0. По итогам встречи отборочного турнира в группе Е сборная Туркменистана под руководством Миргена Оразова набрала 2 очка и заняла 3-е место, опередив Гонконг по дополнительным показателям. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.